Добрый день, дорогие наши читатели! В истории Якутии немало исторически значимых дат и ярких событий, среди которых 27 сентября занимает особое место. В этот день была принята Декларация о суверенитете Республики Саха-Якутия, которая сыграла важную роль в определении субъекта Российской Федерации. Определила народы республики в территориальной, культурной, политической и экологической границе в пределах страны. Что такое суверенитет? Суверенитет – немецкое слово. В переводе означает «верховная власть». В более широком понимании государственная независимость. Суверенное государство самостоятельно решает свои внутренние и внешние проблемы. Суверенное государство не позволяет вмешиваться в свои дела другим государствам. Вот такой суверенитет был объявлен в нашей республике 27 сентября 1990 года. Опираясь на Декларацию о государственном суверенитете республики, наш многонациональный народ принял Конституцию, основной закон Республики Саха. Оглядываясь на пройденный путь, жители Якутии вправе гордиться достижениями своей родной республики, одним из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. 27 апреля 1922 года Президиум Всероссийского Центрального исполнительного комитета принял постановление об Якутской автономной социалистической Советской Республике как федеративной части РСФСР с административным центром в городе Якутске. Данный регион явился самым крупным на территории России. В 1920-21 годах возник вопрос об автономизации Советской Якутии. Проект положения будущей Якутской республики был составлен комиссией под председательством Платона Аюнского с позиции национального суверенитета. Первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ильич Ленин поддержал данный проект, и 16 февраля Президиум ВЦИК постановил образовать Якутскую АССР в составе РСФСР. Одним из инициаторов образования автономии в Якутии явился советский государственный и партийный деятель Максим Кирович Амосов. Постановлением Президиума ВЦИК от 27 апреля 1922 года 1 июня 1922 года было создано первое национальное советское правительство во главе с Платоном Аюнским. Новый этап в истории Якутии начался 27 сентября 1990 года, когда при активной поддержке всего населения республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. В октябре 1991 года учрежден пост президента. Первым президентом Республики Саха-Якутия в декабре 1991 года стал Михаил Ефимович Николаев. Тогда же было изменено и название региона – Республика Саха-Якутия. Второй президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Анатольевич Штуров. Третий президент Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов. 8 июня 2012 года парламент Иль-Тюмень утвердил поправки в Конституцию Республики Саха-Якутия, которыми должность президента переименована в главу республики Иль-Дархан. С 27 сентября 2018 года главой Республики Саха-Якутия является Айсен Сергеевич Николаев. В 20 веке во всем мире установилась обязательная традиция в каждой стране иметь свой герб, флаг и гимн. Каждый из нас должен знать и почитать символы государственности. Символы – это условные знаки, имеющие для человека и для целого народа большое значение. В них заложен глубокий смысл, их создателями двигали прекрасные и добрые идеи. Они нужны как воплощение истории страны и отражение настоящего, как выражение патриотизма ее граждан. Первый символ нашей республики – гимн Республики Саха-Якутия. Гимн – это песня, посвященная своей родине. Его должен знать и почитать каждый житель республики. Его исполнение сопровождается знаками наивысшего уважения. Слова на якутском языке написаны Саввой Тарасовым и Михаилом Тимофеевым. Автором музыки является Кирилл Герасимов. Перевод текста на русском языке осуществлен Владимиром Федоровым.
Следующим символом государственности является герб Республики Саха-Якутия. Герб Республики Саха-Якутия представляет собой круг, в центре которого изображен всадник со знаменем на фоне солнечного диска щита, обрамленного традиционным национальным орнаментом в виде 7 ромбических кристаллообразных фигур. Всадник на гербе Республики Саха-Якутия символизирует объединение людей, народов, живущих в республике. Под знаменем подразумевается единение племени и его могущество, власть и начало государственности. Количество орнаментальных фигур 7 обозначает единство 7 народов нашего края – якутов, русских, эвенков, эвенов, чукчей, долганов, юкагиров. Третий символ государственности – флаг. Флаг – это святыня. По флагу мы узнаем, какой стране принадлежит гражданин, транспорт, посольство и так далее. Белоснежная полоса на флаге в сочетании с солнцем на фоне голубого неба раскрывает суровую красоту севера, экстремальные условия жизнедеятельности людей, чистоту нравов и помыслов народа севера. Солнце подчеркивает преемственность поколений и дань уважения к традиционным верованиям предков. Якуты считали себя детьми белого солнца. Красный цвет – символ жизненных сил, красоты и верности родной земли, дань памяти поколений. Республика Саха-Якутия расположена на северо-востоке России, граничит на западе с Красноярским краем, на юго-западе с Иркутской областью, на юге с Читинской и Амурской областями, на юго-востоке с Хабаровским краем, на востоке с Магаданской областью и Чукотским автономным округом. На севере омывается 2 морями Северного Ледовитого океана. Площадь 3103,2 квадратных километров. В Якутии 34 района и 13 городов. Якутия – это дремучие таежные леса, бескрайние тундровые просторы, седые горные вершины, живописные скалы и водопады, многоводные реки, синие озера, чистейший воздух, богатая флора и фауна. Наша республика – уникальный природный регион, не имеющий аналогов в мире. Якутия – край изумительной первозданной красоты, край, который кто хоть раз посетил, не в силах забыть, край, привлекающий всех своей величественной красотой, природными богатствами, а самое главное – своими людьми, всем сердцем любящими родную землю, преклоняющимися перед своими предками, свято хранящими их обычаи и традиции. Сегодня мы завершаем медиаурок, посвященный ко Дню государственности Республики Саха-Якутия. Благодарим за внимание.